Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас», которую огромное количество лет с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня мы бы хотели поговорить на тему о дня, который многие поколения наших дедов, прадедов приближали как могли. Начну я с немного нестандартного подхода, Надежда Вячеславовна. Я знаю, что вы представитель исторического факультета. Тимур, немножко о себе. Как вы пришли в волонтерство и что для вас все-таки волонтерить именно к дате День Победы? Ну, я пришел в волонтерское движение, как только сразу поступил в университет на первом курсе. Вообще, я хотел стать волонтером Победы и был наслышан о данном движении еще в школьные годы, но почему-то в школьные годы я был уверен, что в данное движение вступают только по исполнении 18 лет. Но оказалось далеко не так, но, к сожалению, я об этом узнал только уже как раз-таки в 18 лет, когда вступил в это движение на первом курсе. Впервые я помог в организации «Диктанта Победы», он проводился тогда еще в сентябре, это был 2022 год. И могу сказать, что для меня вот достаточно легко совмещать и учебу, и волонтерство, потому что данные у меня вот направления, они весьма связаны. И волонтеры Победы тоже связаны с сохранением исторической памяти, с историей в целом. И учусь я тоже на историческом факультете, поэтому достаточно такие близкие направления. Хорошее совпадение, да? Да. Хорошее совпадение. Мне вот всегда, Надежда Вячеславовна, казалось, да, иногда, начиная даже с 80-х годов, 85-й год, юбилей 40-летия Победы было, да, даже 75-й год, я помню, да, это 30-летие. Тогда ветераны были молодые. Они были примерно такого возраста, как я, да. Но, тем не менее, на углах домов прибивали «Здесь живет ветеран войны», делали какие-то, пусть наивные, но обелиски, памятники, да, к увековечиванию этой даты. Мы с вами помним многое, но давайте мы вспомним вот немножко время, скажем так, вот с 50-летия, да, до 80-летия. Что изменилось при подходе к этой дате? Ну, действительно, в те годы, еще 80-е, в 90-е, когда мы еще учились в школе, и очень много было мероприятий, которые посвящены Великой Победе. Но тогда, в мирное время, наверное, это, тем более детьми школьного возраста, оно воспринималось несколько по-другому. Сейчас же, когда мы живем в рамках специальной военной операции, эта информация совсем по-другому звучит. И на самом деле мы сейчас, допустим, вот дети, которые учатся в школе, я уверена, что они, учась вместе с детьми, участников специальной военной операции, да, видя и видя то, как родители вкладывают свой непосильный вклад в дело общей победы, информация действительно, она по-другому воспринимается. К сожалению, сейчас, на сегодняшний день, мы констатируем тот факт, что ветеранов Великой Отечественной войны у нас практически не осталось. Их всего 9 человек на сегодняшний день проживает на территории нашей республики. И мы то последнее поколение людей, которые воочию можем видеть и разговаривать, общаться с ветеранами, которые привнесли в нашу страну победу в Великой Отечественной войне. Очень много сейчас ветеранов, участников специальной военной операции, которые непосредственно вкладывают свою лепту и в патриотическое воспитание. И с началом специальной военной операции действительно патриотическое воспитание и молодого поколения, ну вообще в целом даже граждан подрастающего поколения, оно зазвучало совсем по-другому. Очень много делается для воспитания. И
Но сказать о том, что патриотическим воспитанием вообще не занимались в то время, нельзя. Вот одно наше мероприятие, вот 9 мая, да, День Победы, я вот всегда с трепетом, когда хожу на эти мероприятия, когда мы слышим песню «День Победы», наверное, у каждого человека наступают слезы на глаза, и это особенные эмоции, это мы по-особенному смотрим, допустим, даже по телевизору, как проходит парад в Москве, насколько это воодушевляет и призывает к патриотическому духу вообще все население. Да? И сейчас проходит очень много мероприятий. Допустим, если мы говорим о тех мероприятиях, которые проводятся нашим министерством, да, Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям, да, до специальной военной операции мы больше были ориентированы на молодежные какие-то мероприятия, фестивали. Они, конечно, и сейчас проходят, но сейчас они практически 100% ориентированы на патриотическое воспитание. В каждое мероприятие вшивается тот посыл патриотический, который должен довестись до участников этого мероприятия. Допустим, мы сейчас берем молодежный фестиваль «Мусустар». 23 конкурса, 12 треков, куча участников, гостей, хедлайнеров. И каждый конкурс, каждый из 23 конкурсов, соревнований, в них вшита цель этих конкурсов, в первую очередь, это патриотическое воспитание. Мы каждое мероприятие приурачиваем к 80-летию Великой Победы в этом году, Году защитника Отечества, Году защитника Родины. Нельзя вот эти события как-то друг от друга отличить. И, скорее всего, в этом и заключается то отличие, которое на сегодняшний день мы видим. Вы вот упомянули про деятельность волонтеров в самом начале, когда говорили, да, вообще до начала коронавирусной инфекции про волонтеров мы говорили, что это ребята, в основном это ребята старшего школьного возраста, либо студенты, которые чем-то помогают. Возможно, они там вот я говорю, направляют, да. Кошечек где-то подбирают, возможно, в субботниках участвуют и так далее. И возраст волонтеров, он был где-то 18-20 лет. Сейчас возраст волонтеров, он значительно вырос. В волонтерство ушли очень много, вот коронавирусная инфекция, да, в волонтерство начали вступать люди взрослого возраста, помогать, доставлять, пожара 21 года, да, кто работал в штабе волонтерском. Это в основном зрелые очень люди. Да? Зрелые люди. Сейчас волонтеры, которые работают в поддержку участников специальной военной операции, которые помогают их семьям, там очень много людей пожилого возраста. Люди, которые пенсионного возраста не работают, сидят дома, и они практически не покладая рук, они волонтерят ежедневно, без выходных, без новогодних праздников, без майских праздников. То есть мы говорим о том, что на сегодняшний день волонтерское движение – это очень большое и взрослое движение. Я пример приведу, да, вот Сунтарский улус, да, тезка ваша Надежда Львова, да, Надежда. Возглавляет огромное движение, которое все муниципалитеты района объединило в одно. Они плетут сети, они делают обереги, продуктовые какие-то посылки и так далее. Это отличный пример такой социальной ответственности крупного предпринимателя, известный в районе, члена общественной палаты, да, кстати. И, наверное, да, в этом аспекте Тимур с его юным возрастом выглядит неким исключением. Но он же говорит, что есть еще и школьники 14 лет, которые могут присоединиться. Они по своему желанию, по своему выбору идут и помогают в таких делах. Волонтеры Победы, я понимаю, это проведение таких мероприятий, как «Свеча памяти», «Бессмертный полк». Известно или нет, будет ли «Бессмертный полк» нынче в очном формате? В очном формате его не будет. Формат прошлого года,
позапрошлого года он будет сохранен. То есть бессмертный полк, на самом деле, цель – это увековечивание памяти. Это можно сделать как бы любым образом, да. И это статусы в мессенджерах, в социальных сетях, это и определенные хэштеги. Мы и фотографии дедов, прадедов, участников боевых действий, и как бы окна в машинах как бы заклеиваем, да. Но в любом случае мы должны в первую очередь показать, что действительно наша страна – это страна людей, которые в любые годы и в советское время, и сейчас встают на защиту Родины. В прошлом году же, в 23-м году, позапрошлом уже получается, широко отмечалось 80-летие Курской битвы. Да? И было очень волнительно на полях возле Прохоровки видеть наших земляков, наших героев, чуть было не сказал Советского Союза, героев России из экипажа танка «Алеша». Да? То есть вот некий такой, ну, не думал, не гадал, что история может повториться через 80 лет. Да? Не кажется ли, что вот это вот, мультиплицирование мероприятий, там, диктант Победы, свеча памяти, поем двором и так далее, это, ну, некое как бы из пальца вытягивание? Ну, на самом деле я... Вот диктант, вот из всероссийского диктанта же исходит. Да? Сначала был такой широко известный всероссийский диктант, потом стал географический диктант. Потом, я помню, какой-то на родном языке диктант. А теперь диктант Победы. Ну, да, но с этим мнением я не соглашусь, потому что мы все-таки, если бы мы сидели, не проводили никаких мероприятий, никаких диктантов, вот тогда нам было бы с чем сравнить, да? Если, допустим, человек участвует, вообще вот, как можно сказать, молодежная политика, как молодежная политика, да, в Российской Федерации, она появилась в 1990 году. И тогда был один человек, там уполномоченный президента по вопросам молодежной политики, как-то так. С 1991 года уже начали появляться органы как на федеральном уровне, да, Росмолодежь, так и в субъектах Российской Федерации, исполнительные органы в сфере молодежной политики. И это движение начало расти. Вообще, что такое молодежная политика? Это в первую очередь мы должны довести до молодежи ту информацию, те меры поддержки, те вопросы, которые, ту политику, которая проводится и на государственном уровне до нашей молодежи. В том числе мы должны делиться историей, в том числе мы должны их каким-то образом развивать, в том числе их патриотический дух. И вообще молодежная политика, она есть на самом деле во всех отраслях. И в здравоохранении. Молодежь получает как бы лечение? Получает. В образовании учится одна молодежь. Да? Тепло по линии МинЖКХ молодежь в квартирах получает? Получает. Какие-то меры поддержки они получают? Получают и молодые семьи, и, там, и какие-то кредитные истории у нас есть. Да? И наша задача молодежной политики довести вот эту информацию до молодежи. В том числе это должны быть не какие-то определенные только вещи, которые мы должны пощупать, ощутить и так далее. Это и образ воспитания, образ мышления. Каким образом мы доводим до молодежи эту информацию? На самом деле есть два основных пути. Это средства массовой информации, социальные сети, которые в 21 веке у нас очень сильно работают, да? И метод, который ближе всего к молодежи, это организация проведения мероприятий. То есть те мероприятия, которые мы проводим для молодежи, мы их не просто так проводим. В каждое мероприятие включается определенный смысл. И если от общего числа, допустим, участников этого мероприятия, там, ну, условно, да, 1000 человек примет участие, хотя бы 50 из них возьмут для себя определенный посыл и поймут посыл этого мероприятия, для нас это
очень большая победа. И таким образом, хоть и маленькими какими-то шажками, мы должны работать с молодежью, в том числе развивать их патриотический дух. А вообще, конечно, наша Россия, наша страна славится тем, что мы, жители нашей большой страны, мы патриоты. И специальная военная операция действительно это показала, что вроде бы есть люди, которые, ну, обычной жизнью жили, да, они не были где-то, возможно, приметно, но в глубине своей души... Они не были действительно- примерами, да? Да, они не были примерами, но в глубине души в них был патриотический дух, потому что они видели, они ходили на парад Победы 9 мая, потому что они видели эти мероприятия, потому что где-то они участвовали. Для них пример – это наше старшее поколение, да, и действительно мы можем сказать, что это дух того народа, который проживает в нашей большой России. И примером, на самом-то деле, вот наше министерство является очень большим примером. У нас, мы уникальное министерство сейчас, у нас 2 министра. Шамаев Петр Витальевич, это участник специальной военной операции. К сожалению, он сейчас получил очень большое ранение, проходит лечение, получает реабилитацию. И он участник специальный. Это министр молодежи. Человек, который должен транслировать патриотический дух для молодежи. И, ну, если мы говорим вот совсем открыто, да, вот на нашей передаче, я на самом деле слышала такие слухи, что поехал министр для того, чтобы там себя Отметиться. показать, отметиться и так далее. На самом деле, вот как человек, его очень близко знающий, я, да, он с начала специальной военной операции сразу сказал в первый день: я должен туда поехать, я хочу защищать свою родину. Он очень сильный патриот, и это действительно в нем живет. Я поддержу, Да. потому что в достаточно, скажем, неофициальной беседе, да, с Петром, я у него спрашиваю: а зачем? Зачем вот руководителю? Он говорит: а какой пример я буду подавать? Какой пример я буду подавать, если я со стороны буду голосить о тех вещах, через которые проходят тысячи ребят? Моложе, чем я, говорит, да? И так далее. То есть да. я абсолютно поддержу в этом направлении, потому что не шла там речь о каких-то там элитных отрядах, не шла там речь отметиться на передовой, сфотографироваться и так далее, как многие говорят. Да? Возможно, да, у ряда руководителей каких-то других рангов, и не из нашего региона только, да, из других регионов, возможно, есть какая-то такая тенденция, скажем так, ну, в Барсе отметиться, чтобы потом дальнейшая служба, ну, скажем, более гладкой была. Но это не про Шамаева. Это далеко не про Шамаева, и я продолжу. Да, и сейчас исполняющий обязанности министра нашего министерства, тоже участник специальной военной операции Игорь Васильевич Юргин. Но тоже молодой парень из Нижнего Куранаха, из Алдана, который сознательно посвятил свою молодость военному делу, да, военной службе. И сейчас он, ну вот, меньше полугода работает, но очень хорошо себя проявил и на государственной гражданской службе, да, и тоже является большим примером для подрастающего поколения, для молодежи. У него есть чему научиться, ему есть что рассказать, ему есть чем поделиться. Я Тимура попрошу. Вот, Тимур, у меня был очень хороший учитель, да, профессор Михайлов Виктор Данилович. Он говорил: говори не шаблонно, говори от себя, говори, что ты думаешь. Вот я спросил: тебе не кажется, что вот эти диктанты Победы, свеча памяти и так далее, то есть вот это ответвление, которое вокруг 9 мая находится, это немножко притянуто? Не соглашусь, тоже присоединюсь к словам Надежды Вячеславовны. Мне тоже вот кажется, я тоже считаю, что каждое мероприятие имеет вот свой смысл, у каждого мероприятия вот своя цель, которую он достигает. Вот, и диктант Победы, и географический диктант ранее упомянули, и по языкам. Это ведь совсем разные направления.
И результат от каждого из этого диктантов тоже разный. На «Поем двором» тоже смысл совсем другой. Например, я впервые был на «Поем двором» акции как раз-таки в 23-м году, в первый год своего волонтерства. И что меня действительно очень сильно поразило, вот у нас ветеранов очень мало, и вот всем им по 100 лет. Меня очень сильно поразило и удивило буквально до слез, что они все как будто бы душою совсем молодые. Все они... «Поем двором» — это у нас получается концерт двором для ветеранов Великой Отечественной войны. Все они на протяжении всего вот этого вот мини-концерта вместе с нами танцевали, пели, вместе со своими вот дочерьми, внуками тоже вот «Вальс Победы» станцевали. У них очень связанная речь, очень хорошее мышление, в том числе вот сохранена. Они дают вот очень хорошие наставления молодому поколению. Вот это меня очень сильно поразило, удивило, что в столь преклонном возрасте и все равно Великая Отечественная война — это же в каком-то роде тоже для них, возможно, боль через такое пройти. Это же тоже страшно, с одной стороны. И несмотря на это, они всем вот делятся, дают наставления молодому поколению. Вот это действительно удивляет. И вот, продолжая свою речь, хочу сказать, что каждое мероприятие действительно уникально. И вот Георгиевская лента и Триколор, каждый из них вот несет какую-то отдельную весточку именно патриотического воспитания молодого поколения. Я согласен, потому что буквально в последние десятилетия, 2 десятилетия, да, Россия не то что придумала, она снизу вытолкнула на поверхность уникальное явление. Да. Бессмертный полк проходит сейчас в Тель-Авиве, Нью-Йорке. То есть идея, которую подхватывают... Это как наш блогер Панда, да, который ничего не говорит, но при этом его понимают миллионы, да, миллиарды даже. Поэтому вот жернова той войны, та часть, которая у нас называется Великая Отечественная, во всем мире она называется Вторая мировая война, да, ну там реально вот миллионы и миллионы людей перемололо, и в каждой семье есть своя боль, наверное, да, поэтому вот эти акции «Свеча памяти», да, она очень такая, ну, по картинке очень хорошая, да, очень такая полуцерковная, можно сказать, Да. полутакая духовная. «Бессмертный полк» — это просто вот море портретов людей, которые погибли, которые после войны, возможно, умерли, но прошли через вот эти горнила, да. Это тоже, ну, равнодушным никого не оставляет. В этом году, Надежда, что-то подобное может быть, потому что, ну, дата круглая, да, обычно к круглым датам, к юбилейным датам, ну, лучше умы работают, и они отфильтровывают и те инициативы народные, и то, что, возможно, сверху может спуститься. У нас в стране и такое может быть, да, и оно превратится в нечто такое особо теплое, особо такое хорошее. Ну, действительно, нынче, в год 80-летия Победы, запланировано очень много мероприятий. Вот то, что я ранее сказала, практически, конечно, мы выделяем основные мероприятия, да, это празднование 9 мая, это свеча Победы, это бессмертный полк, это какие-то акции, которые проходят ну, во всех муниципалитетах, посвященные этому дню. Но все мероприятия, так или иначе, они связаны с победой, с 80-летием Победы. В этом году одним из самых значимых мероприятий, конечно же, является эстафета «Знамя Победы». Это на самом деле уникальный опыт нашего субъекта. Вот все же думают, что Знамя Победы проходит по всей России, во всех субъектах Российской Федерации, но это далеко не так. Это уникальный опыт нашего субъекта, к которому действительно присоединяются все муниципальные районы и городские округа. Оно у нас стартовало в прошлом году, перед Новым годом, с Мегино-Кангаласского района, в селе Сыма глава дал старт. И сейчас в 22 районах республики эта эстафета уже прошла. Знамя Победы, флаг Знамени Победы подняли в 22 районах. Присоединяются к этому мероприятию действительно все, каждый
желающие, это органы власти, это и молодежь, это и общественники, и где есть возможность и по наслегам проходит у нас Знамя Победы, да, и 8 мая на площади Победы в столице нашей республики, в городе Якутске, мы должны тоже возвысить Знамя Победы. Это одно из очень важных, больших мероприятий этого года. Кроме того, если мы говорим о волонтерах Победы, немножко съем хлеб у Тимура. Волонтеры Победы, они не просто так выходят волонтерить, да? Их мы обучаем, проходят специальное обучение, каким образом они должны работать. Действительно, вы правильно сказали, это не просто там прийти, там, постоять как указатель и так далее. Вообще, смысл каждого мероприятия волонтеры тоже должны включаться. Традиционные все мероприятия, конечно, они у нас будут проходить с очень большим масштабом. В этом году в нашей республике отмечается, тоже хочется отметить очень большую дату, столетие, 100 лет отмечаем со дня рождения видного государственного политического деятеля Гаврила Иосифовича Чиряева. Это человек, участник тоже Великой Отечественной войны, единственный руководитель нашей республики, участник Великой Отечественной войны, который больше всех, дольше всех, 17 лет возглавлял Якутская ССР, наша республика, с 1965 года до самой смерти, до 1982 года. И умер он 9 мая 1982 года. И в этом году мы в республике тоже должны очень масштабно, все присоединившись, отметить дату нашего выдающегося деятеля, нашего выдающегося человека Гаврила Иосифовича Чиряева. Такие люди на самом деле, такие даты на самом деле, они тоже очень значимые, и в этом году не зря и в Российской Федерации, да, нашим президентом, и в нашей республике, нашим главой тоже обозначены годы и защитника Отечества, год, аналогично год защитника Родины, и те планы мероприятий, которые приняты. А план мероприятий года защитника Родины, если мы о нем говорим, то он многоблочный, да, состоит из 4 больших блоков и включает мероприятия, начиная от событийных мероприятий, заканчивая вплоть до реабилитации наших военнослужащих, о том, какие меры поддержки они должны получать, о том, какое образование должны получать. Мы сейчас очень много говорим о трудоустройстве участников специальной военной операции, о том, что действительно не секрет, возможно, многие из них не имеют высшего образования. То есть мы в этом направлении очень усиленно должны работать, и это у нас вся вот эта вот работа включает в себя план года защитника Родины. И вот это вот все действительно на самом деле взаимосвязано. Соглашусь абсолютно, Надежда, потому что был такой деятель на Украине, который сотрудничал с немецкими фашистами, да, и его последователи, которые, начиная с 2014 года, планомерную, они сожгли 40 с лишним людей в Одессе. Они оправдывают вообще кровавые преступления типа Хатыни, Волынской резни и так далее, которые происходили в годы войны. И вот с такими людьми мирно сосуществовать наверняка нельзя было. Да? И не подмена, а вплетение в те парадигмы Дня Победы, которые были раньше, даже до коронавируса, да? Вплетение от участников специальной военной операции, таких же ребят, как Тимур, чуть старше, чуть моложе, может быть, даже, да? Потому что контракт подписывают и совсем юные тоже. Это, наверное, необходимая вещь, и две плоскости, слившись в одну, наверное, более мощный, скажем так, более мощную связку дадут. Немножко другой вопрос, Надежда. И Тимур тоже. Еще до начала всех событий, даже до Крыма,
ну, День Победы отмечался, скажем так, в обычном порядке. И была традиция маленьких детей наряжать в форму времен Великой Отечественной войны. Гимнастерки, там, пилотки и так далее. Да? Тренд, он такой. Посмотрите сейчас в соцсети, да, и там искусственный интеллект генерирует маленьких детей в военной форме там, с миллиардами просмотров. Да? Но тренд был тогда уже. Да? И многие говорили, вот, вы милитаристы, вы там накликаете беду там, и так далее, и так далее. Возможно, те, кто вот так вот писал, потом релокантами в Казахстане и в Грузии отсиживались, да? Скорее всего, я полагаю. Но люди-то вкладывали в то, что вот именно времен Великой Отечественной форма, да, и дети, это то, что совсем другой, наверное, смысл вкладывали. Вот как вы к этому явлению относитесь? Ну, вы наверняка слышали про это. Я с вами соглашусь, это, это как бы мое субъективное мнение, да. Это не было таким посылом, что кто-то там кликает беду и так далее. Да? Это же все-таки дань уважения. Дань уважения к ветеранам. Мы должны показывать о том, что мы их поддерживаем. Мы и наши подрастающее поколение, они с самого детства должны расти на самом деле мужчинами. Вот до специальной военной операции даже если я не ошибаюсь, в 21-м или... прошу прощения, в 23-м году, по-моему, глава в своем послании сказал такие слова. До специальной военной операции мы наших парней называли там мальчишки, парни, ну вот молодых, да, там 25-летние, 30-летние, ну, мальчик, парень. Сейчас же мы же к ним совсем по-другому относимся. Это мужчины, которые защищают нашу родину, которые на полях боевого сражения. И сейчас вот участников специальной военной операции, 20-летних, 25-летних, мы к ним уже совсем по-другому относимся, с уважением. И это, скорее всего, было тем посылом, что мы должны взрастить действительно мужчин настоящих, которые с детства должны понимать, что они растут защитниками Родины. Абсолютно с этим соглашусь. Отношение к поколению, которое вот между 21, скажем так, ну, возьмем такой средний возраст, который во всем мире принято считать совершеннолетием, да? И верхний предел, на самом деле, он... Потому что посмотрите, сколько людей, отцов семейств воюет сейчас, да? Сколько людей пожилого возраста, они пошли вслед за сыновьями. Сколько людей, которые, ну, в деды годятся многим, да, они... я могу быть полезным, я могу помочь тем-то, обустроить быт, подвести что-то. Ну, примеров таких огромное море. Да? У нас большая страна, и еще раз, каждое событие, оно генерирует такие поводы, такие примеры с неимоверной силой. Да? И жители любого субъекта, которые, ну, узнают своих, могут принести свои примеры, могут добавить что-то свое и так далее. Абсолютно с этим согласен. Цель нашего сегодняшнего разговора была, я еще раз говорю, хотел узурпировать мнение, ну, возможно, некой либеральной части, да, о том, что вот ко Дню Победы относится формально. На самом деле, нет, никогда такого не было, да, потому что в здравом уме любой руководитель не скажет: а ну-ка идите, сходите, там, пропойте двором ради галочки. Да? Он в здравом уме, в трезвой памяти не скажет там, всех, чтобы отчитались, что были там, допустим, на свечей памяти. Да? Это дело каждого. Это дело каждого, дело сугубо личное, сугубо выпистованное, еще раз, тем метрономом, который со всех телевизоров звучало. Энное количество. Страна наша 20 с лишним, кто-то говорит 30 миллионов положила на алтарь вот этой Великой Победы, не может по-иному относиться к событиям, которые 80 лет тому назад происходили. Не может просто.
Не может ради галочки идти отметиться вот на свече памяти. Не может кого-то принудить, своих подчиненных, возможно, и так далее, сходить, отметиться на параде. Это люди от себя. Я живу в этой стране, я живу в этом краю. У меня вот родственник погиб там, у меня тот воевал. У меня куча личных примеров. Да? Не может такого быть, просто не может. А почему люди вот так вот, еще раз говорю, какого сословия, я упомянул вот этих, которые, возможно, там где-то в Казахстанах сидят, несогласные. Но они и там и сидят, потому что несогласные, да? Но еще раз, и Казахстан, и Грузия. Вспомним фильм «Отец солдата», да? Вспомним подвиг героев-панфиловцев. Они были с Казахстана, ребята. Казахстан не стоял в сторонке и не подпевал под дудку власовцев и всех прочих. Поэтому тут настрой такой всей страной, на самом деле, хорошая вещь. И даже то, что вот генерят, скажем так, события, так, чем больше поводов, тем лучше. Да, конечно. Пусть пишут диктант, пусть оформляют открытки, пусть поют двором, пусть жгут свечи, делают хорошую картинку, пусть оформляют портрет своих родственников для мессенджера. Чем больше поводов, тем лучше. Чем больше степени вовлеченности населения, тем лучше. Тем память сохранится. Вы хотели что сказать? Да, и вот в продолжение хотела сказать, вот, привести пример, да. Есть, допустим, акция у нас «Бессмертный полк». Это же благодаря акции «Бессмертный полк» мы на самом деле очень глубоко начали изучать своих дедов, прадедов, да, делать большие фотографии, распечатывать. Я уверена, что в каждой семье в шкафу хранится фотография, распечатанная в большом виде для парада, для того, чтобы достойно представить свою семью именно в акции «Бессмертный полк». Где-то мы их приклеиваем на окнах фотографии машин, на окнах своих домов, квартир, ставим в статусах, в мессенджерах, в социальных сетях и так далее. Но мы доводим вот эту информацию до молодого поколения, до подрастающего поколения. И в каждой семье, наверное, у нас очень много там WhatsApp-групп, да, семейных родственников и так далее, да, и начинается обсуждать. Поделитесь, пожалуйста, историей, биографией, отправьте фотографию, и в каждом доме у нас хранятся вот эти вот истории, фотографии. Это на самом деле очень хороший повод, когда мы храним свою историю. Это безусловный пример. И не по чьей-то указке. И не по чьей-то указке, потому что мы хотим. Никто никого не заставляет участвовать в «Бессмертном полке». Никто никого не заставляет приходить на площади, ставить свечку. Люди же сами идут, люди сами участвуют. И это исходит от души. И это нужно действительно признать, что такие мероприятия именно способствуют сохранению исторической памяти. Отлично. Отличное завершение нашего разговора. Еще раз я взял на себя смелость и повернулся лицом, скажем, к тем либералам, которые говорят, что это заформализованный праздник. Нет. Сами вы заформализованы, если так считаете. Увидимся.